приветствую в горах. Сегодня 29 июля 2020 года. Моя борьба с коронавирусом, практически трехнедельная, успешно завершилась. Вроде бы я победил эту заразу. Во всяком случае, последний ПЦР-тест показал отрицательный результат. И поэтому я решил вырваться в горы, сделать, так сказать, тренировочный выход. План такой, значит, добираюсь я до ущелья Сукулук, потом поднимаюсь по его левой составляющей ущелья Ашутор, ночую под перевалом Кичи-Тор, на следующий день поднимаюсь на перевал Кичи-Тор и спускаюсь в одноименное ущелье Кичи-Тор, которое приведет меня в ущелье Сукулук или же Белогорка. Таким образом я собираюсь за 2 дня пройти более 30 километров и сделать вот такую петельку, так сказать, циркулярный маршрут. Посмотрим, что с этого получится. Сразу же от места, где я оставил машину, на слиянии Ашутора с речкой Сукулук, начался подъем крутой. Здесь в Ашуторе тоже имеется определенное количество водопадов, как и по главному ущелью Сукулук. Левый приток реки Сукулук, Ашутор. Ущелье Ашутор, левый приток реки Сукулук, она же Белогорка. Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна. А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна. Чтобы жить километрами, а не квадратными метрами, холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк. Но чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя. И чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе. Вечер 29-го. Вид из палатки. Такой идет легкий снежок. Особо ничего хорошего нет. Между тем, уже 7 вечера, потихоньку начинает продувать все это безобразие. Мне завтра туда идти, через эту марену и налево. Где-то там перевал Кичи-Тор. Сегодня ночью, наверное, дубак будет.
А у меня что-то с одежды напряг какой-то. Верховье ущелья Ашутор. После небольшого снегопада. 29 июля. Вот та вершина, по всей видимости, пик независимости арабов. 4350. Утро в горах. 30 июля. Вот так приходится идти к перевалу. Камни после вчерашнего дождя и снега обледенели на Марине. Поэтому вот эти вот снежные переметы, выходы очень сильно помогают. Пока снег держит, еще не тает. Очень хорошо идти по ним. Ну вот, перед нами пик независимости арабов. 4350. Уж не знаю, каким их боком сюда занесло. А справа от него, ну, не совсем видно. Это как раз мой перевал искомый. Кичитор. Сзади меня остался перевал Сукулук, ведущий в Сусамыр, точнее в Западный Каракол. Вот он расположен в этом скальном гребне. Это как раз гребень Киргизский хребет. Мне вон туда, вот то понижение, так сказать, через все вот это безобразие. Сплошной хаос моренный. Вот тут вот сегодня утром мышковала лиса. Я уже много раз встречал ее следы. Вот он, перевал Кичитор. Осталось немножко. Метров 400. Я почти на перевале Кичитор. А вот так я шел. Возможно, можно подняться через вот это правое седло. Возможно, а может и нет. Выход на перевал Кичитор. Вот уже на перевале. 1:35 от места лагеря. И я поднялся сюда. Вот здесь какой-то турик. Сейчас будем смотреть, что там. На заднем плане хорошо видно группа вершин Аксая, что в Аларче. Вид с перевала Кичитор. Вот то у нас, это у нас пик Семенова-Теньшанского, как я понимаю. Справа Корона. Дальше там, видать, выглядывает Свободная Корея, пик Актоу и так далее пошло. Перевал Кичитор. Вон он тур. Мой рюкзак, сзади там какая-то облачность, поэтому надо сваливать. Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на водопой. Я помню Баксана просторы, вершины в снегу золотом. А вот это так называемая эдельвейсовая ромашка или ромашка рихтерия. Растет где-то выше высоты 2800. Вот, в общем-то, где кончается эдельвейс, и там он начинается. Очень часто можно увидеть на перевалах выше 4000 метров. Ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы, и слушали их под окном. Ой, горы, ой, синие горы,
вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной, уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастлив я только в одном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Вот по такому вот ландшафту и приходится идти. Это так называемая морена. Сплошные камни, остатки после ледника. Вершина Черный Шпиль. А вот это справа перевал Черный Шпиль западный. Я и спустился на зеленку. Вот оно, красавец, Черный Шпиль. Ледник обалденный. Все так здорово. Здесь чистейшая вода. Вот оттуда слева, чуть правее снега белого, я и спустился. Река Кичетор, а то уже ущелье Белогорка, она же Сокулук.
Вот еще один небольшой водопад. Как минимум 3-каскадный. Река Сокулук, а точнее Чонтор. После слияния с Кичитора, вдоль которого я спускаюсь, она имеет название Сокулук. Пик Чонтор. Красавец просто. А это, конечно, самый известный водопад Белогорки. Ради него сюда и приезжают. Порядка 80 метров. Прощальный взгляд на пик Чонтор, да и вообще на ущелье Сокулук. 2 дня были весьма хорошие. Ну что, поздравляю сам себя. 2-дневный трек закончил, разведочный трек. Вот я пришел к месту старта, оно же и финиш тоже. Все, вот сегодня на этом все закончено. До новых встреч.